День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В Якутске открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Новая площадка призвана обеспечить системную поддержку авторов и творческих команд. В лагере «Сосновый Бор» стартовала смена «Время первых лидер». Смена такого формата проходит уже в 4-й раз и объединяет детей со всей республики. В 5 населенных пунктах Верхоянского района 60 бойцов студенческих стройотрядов помогают устранять последствия дождевого паводка. В Нерюнгри в летний период реализуется масштабный проект по обновлению коммунальной инфраструктуры. Общий объем работ охватывает порядка километра сетей. Ну а в местности Усть-Хатын прошел ежегодный фестиваль дальнобойщиков. В этом году мероприятие приурочили к юбилейной дате. Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Путин отметил, что маневры нужны для поддержания боевой готовности флота и защиты безопасности страны, и заслушал доклад командующего адмирала Виктора Лиины. Учения, которые идут с 4 августа, охватывают акватории Японского и Охотского морей и северо-западную часть Тихого океана. В них участвуют около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военных. Они отрабатывают оборону морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока. Второй был, соответственно, одновинтовой корвет. Вы упомянули о боевой работе морской пехоты Тихоокеанского флота. Это 150 бригада, а теперь дивизия морской пехоты. Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи решают. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически. Глава Кабмина Михаил Мишустин подвел итоги своей рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Премьер-министр отметил, что квартал труда в Якутске способствует решению задачи, поставленной президентом по увеличению вклада в валовый внутренний продукт. Благодаря запущенной федеральной программе «Приоритет-2030» Арктический госуниверситет искусств, культуры и креативных индустрий обеспечивает качественную подготовку востребованных для креативного сектора кадров с компетенциями на стыке науки, творчества и технологий, при этом помогая сохранить самобытные традиции народов Крайнего Севера. По мнению Мишустина, в Якутии большое внимание уделяется и внедрению цифровых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Мишустин поручил Кабмину проработать с регионом вопрос создания собственного центра обработки данных. В целом мы обсудили, как совершенствуется система медпомощи. В Якутске на примере кластера «Квартал труда» мы посмотрели, как развиваются творческие индустрии. Президент поручил увеличить их вклад в валовой внутренний продукт, и кластер как раз способствует решению этой задачи. Среди его участников Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий. Он благодаря запущенной федеральной программе «Приоритет-2030» сегодня обеспечивает качественную подготовку востребованных для этого сектора кадров с компетенциями на стыке науки, творчества, технологий. При этом помогает сохранить самобытные традиции народов Крайнего Севера. Мы ознакомились и с проектами Якутского архитектурного бюро, которое также является участником кластера. Талантливая команда молодых ребят, которые преображают облик городов не только в своем субъекте, но и за его пределами. В Якутии большое внимание уделяется внедрению цифровых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Посмотрели платформы для оптимизации работы библиотек, для развития подобных сервисов, появления новых в республике, конечно, необходимы дополнительные вычислительные мощности. Здесь вот важно очень проработать с регионом создание собственного центра обработки данных. Дмитрий Юрьевич, посмотрите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы помочь.
В Якутске открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Новая площадка призвана обеспечить системную поддержку авторов и творческих команд, которые реализуют свои проекты в сфере креативной экономики. Сам офис разместился на базе квартала труда. Сотрудники уже прошли обучение с дальнейшим повышением квалификации. То есть это такая точка для встреч команд между собой, потому что часто команды делают разные части одного проекта, а здесь в коллаборации вместе они могут выйти на новое качество проекта. И вот здесь вот пообщаться, поговорить, подумать, куда и как они могут податься для того, чтобы получить поддержку. Потому что сейчас и у Президентского фонда культурных инициатив эта поддержка расширяется. Теперь мы поддерживаем и музыкальные проекты еще, и у нас коллеги есть, которые также поддерживают проекты, здесь тоже смогут подсказать, куда. Причем наш регион действительно может похвастаться результатами в конкурсах ПФКИ. За весь период сотрудничества от республики было подано более 200 заявок. 140 из них получили солидную поддержку. Ну а по итогам 2 конкурсов этого года республика и вовсе стала лидером Дальнего Востока. По словам главы республики Айсена Николаева, сейчас, после подписания соглашения и открытия проектного офиса, необходимо сконцентрироваться на целевых аудиториях и работать напрямую с муниципалитетом. Сейчас наша задача, чтобы эти проекты становились уже качественно другими. Мы должны выходить на другой уровень, мы должны, как Роман Владимирович правильно сказал, больше охватывать наши районы. Мы должны работать по целевым аудиториям, таким как ветераны специальной военной операции. Мы, конечно же, должны добиваться того, чтобы Президентский фонд культурных инициатив после рассмотрения наших проектов уже мог поддерживать некоторые наши более глобальные проекты, которые, на мой взгляд, могут быть реализованы, в том числе с помощью фонда. В свою очередь, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов встретился с победителями грантов из Якутии. Так, свои проектные работы представили разные организации и творческие команды столицы и районов. Подробнее о встрече и реализуемых проектах в следующем сюжете. С начала появления программы президентских грантов Фонда культурных инициатив поступило порядка 200 различных заявок из Якутии, 140 из которых уже получили поддержку. Среди них культурные, исторические, образовательные проекты. В их числе международный фестиваль «Книжный ветер». Библиотечная система города Якутска ежегодно подает заявки на участие в различных грантах, в том числе и на Президентский фонд культурных инициатив. И мы стали победителями для того, чтобы реализовать данный фестиваль. И в этом году он прошел во 2-й раз. Ведь 1-й раз был в 2024 году и проходил в таком классическом формате книжной ярмарки. В этот раз мы его решили расширить, провели по 4 направлениям для того, чтобы продемонстрировать, что точки входа в литературу самые разнообразные, и у нас были представлены 4 направления. Это текст, иллюстрация, экранизация и архитектура. Не менее интересным проектом стало культурное наследие Якутии на острове Сахалин, организованный Музеем музыки и фольклора народов Якутии. Используя современные технологии в интеграции с якутскими традициями, он призван показать культурный код региона. Ранее же музеем в рамках президентского гранта культурных инициатив был организован кочующий музей. На сегодняшний день у нас 5 проектов выигранных через Президентский фонд культурных инициатив. Первым проектом у нас стал межрегиональный проект «Кочующий музей». Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив на сегодняшний день мы объездили более 20 регионов, более 30 городов нашей страны и охватили более 100 тысяч зрителей. В этом году мы уже 2 заявки тоже направили. Логическое продолжение нашего кочующего музея, но не как культурно-просветительского турне, а как масштабная экспедиция по Дальнему Востоку. В районах Якутии также немало интересного. В Усть-Алданском улусе реализуется исторический проект о народном кузнечестве, где мастерство передавалось от отца к сыну не менее 5 поколений. Передается от истории, да? От 17 века наши мастера, кузнецы занимались ковками, поэтому передается от предков, передавались, поэтому это наше наследие, это, как бы сказать, уже у нас опыт есть.
молодые сейчас уже ребята уже знают, как это делать. Ножи делаем, вот этот хомусы делаем. Недавно же в Якутске открылся проектный офис фонда. Там авторам и творческим командам будет оказываться прямая поддержка, что качественно скажется на создании проектов. Первая задача – это, конечно, чтобы у тех лидеров творческих проектов, которые еще не были поддержаны, была возможность прийти, обсудить, какие ошибки были допущены, и уже более успешно подойти к следующим кампаниям заявочным. Вторая, очень важная, это работа с районами, потому что очень много заявок из Якутска, но на самом деле нужно делать так, чтобы вся Якутия могла участвовать. Уже сейчас по итогам 2 конкурсов 2026 года республика стала лидером на Дальнем Востоке по количеству поданных и выигравших гранты заявок. С началом работы офиса уникальных проектов станет только больше. Тимур Калмогоров, Артумен Наговицын, Якутск. В лагере «Сосновый Бор» стартовала смена «Время первых. Лидер». Смена такого формата проходит уже в 4-й раз и объединяет детей со всей республики. На отдых приехали 120 детей из 22 районов. Прошло деление по отрядам, где каждый представил визитку, включающую в себя название, лозунг и фирменный танец. За 21 день движение первых воспитает будущих лидеров. В программе будут походы, лидерские тренинги и активности на свежем воздухе. Закрытие смены состоится 31 августа. Движение первых в Сосновом Бору проходит с 2023 года. Ежегодно мы собираем более 120 детей. Ребят ждет большая образовательная программа по коммуникациям, по развитию лидерских навыков. И также, конечно же, пройдут активности по нашим проектам. Это первая помощь, всероссийский проект. И ребята будут ходить в походы в рамках проекта «Походы первых больше, чем путешествия». И отдыхать в Сосновом Бору наши ребята будут до 31 августа. Около 2000 детей в этом году приняли участие в профориентационных турах в республике. Речь идет об экскурсиях по разным предприятиям столицы и районов. При этом посещают школьники, как ведущие предприятия страны, так и небольшие производства и организации. К примеру, 13 августа учащиеся побывали в республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих. На месте ребята ознакомились с нюансами работы специалистов, попробовали себя в написании слов шрифтом Брайля и даже в качестве диктора-рассказчика. Как отмечают сами сотрудники библиотеки, для них этот профтур стал возможностью расширить детское восприятие общества. Дети здесь не просто смотрят, да, как со стороны, они могут вовлечься уже изнутри, они могут в разных предприятиях, допустим, там, надевать каски, надевать жилеты, проходить технику безопасности, полностью ощутить себя, так скажем, частью трудового коллектива и примерить на себя роль в будущем, насколько мне это может подойти как направление для своей профессии. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Ленский район с рабочим визитом посетила министр образования и науки республики Нургуяна Соколова. Она посетила учреждение образования, побывала в Ленском технологическом техникуме, детском саду, коррекционной школе и в лагере «Алмаз». Подробнее о встрече далее в сюжете. Второй день рабочей командировки начался с объезда учреждения образования. Сначала министр посетила детский сад «Теремок». Для высокопоставленной гости была проведена экскурсия по группам. Начальник районного управления образования рассказала министру о создании территориально-образовательного комплекса и его работе. За эти полгода внедрения такого проекта очень даже значительные эффекты. Во-первых, конечно, это административно-управленческий единый аппарат, который может уже регулировать саму экономику всех садиков. При этом это еще и оказывается очень хороший эффект в части кадровой составляющей, когда узкие специалисты могут обеспечивать соответствующее сопровождением ребят в любом детском садике. Далее министр отправилась в коррекционную школу. Директор образовательного учреждения Елена Тарбаева показала учебные кабинеты, рассказала о работе учреждения, о спонсорской помощи и об участии в грантах, на средства которых регулярно обновляется материально-техническая база. И выиграли грант. Единственная, нет, не единственная, одна из первых, да, школ. Почти около 3 миллионов мы выиграли гранты. Молодцы. И вот все это закупаем, шьем, дети сами все шьют.
Очень нравится. Также министр посетила детскую оздоровительную базу «Алмаз», побывала в Ленском технологическом техникуме и их новых мастерских. Знания наших студентов под потребности компаний. Это очень радует. Более того, в образовательные программы Ленского техникума, так же как и по всех техникумах по нашей республике, будут внедрены новые элементы, которые веяние времени, это искусственный интеллект, это беспилотные летательные аппараты, которые в том числе необходимы практически во всех отраслях экономики нашей республики. Нургуяна Соколова высоко оценила работу образовательных учреждений района и подготовку объектов к новому учебному году. Светлана Балеева, Ленск. В 5 населенных пунктах Верхоянского района 60 бойцов студотрядов помогают устранять последствия паводка. Очищают территории, разбирают поврежденные полы и подвалы, просушивают здания и ремонтируют конструкции. Первая группа из 29 студентов приехала 4 августа. Еще 31 участник прибыл 6. Все ребята прошли инструктаж, многие уже имеют опыт подобной работы. Как рассказал замминистра по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Александр Максимов, параллельно продолжается и сбор гуманитарной помощи. В ресурсном добровольческом центре республики принимают продукты, воду, стройматериалы, инструменты и бытовые вещи. Поселок Кызыл-Сыр в Вилюйском районе впервые поучаствовал во всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды для Дальнего Востока и сразу победил. Проект благоустройства набережной от Града-студия получил федеральный грант в 50 миллионов рублей. Благодаря этому в поселке появится современное общественное пространство, новая точка притяжения для жителей и гостей. В создании проекта помогали архитекторы, местные власти, жители, фонд КН и другие организации. Всего Якутия представила на конкурс 17 проектов, 6 из них стали победителями. Новые общественные пространства обустроят также в Сунтаре, Бердигистяхе, Найбе, Сангаре и Жиганске. При этом суммы грантов составят от 20 до сотни миллионов рублей. На улице Аюнского завершили укладку нижнего слоя асфальта. Ранее на объекте специалисты завершили и работы по укладке водопропускных труб и футляров для инженерных сетей на участке от Петровского до Октябрьской. Продолжаются работы по замене грунта, устройству линий наружного освещения и подготовке основания для строительства пешеходных тротуаров. Завершение капремонта запланировано на 2027 год. Напомню, ремонт улицы Аюнского ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сам объект свяжет несколько районов столицы и станет современной и безопасной магистралью города. Буквально вчера мы положили последний асфальт от улицы Октябрьского до улицы Петровского. Там у нас было задействован 1 укладчик, 3 дорожных катка, 6 самосвалов. А также у нас на данный момент идут перевес линий от улицы Октябрьской до улицы Петровского и рытье канавы от улицы Каландрашвили до улицы Петровского. Тем временем в Нерюнгри в летний период реализуется масштабный проект по обновлению коммунальной инфраструктуры. Общий объем работ охватывает порядка километра сетей. И на сегодняшний день большая часть задач уже выполнена. Подробности об этом в сюжете наших коллег. Один из ключевых объектов программы – Амулинский водозабор, обеспечивающий холодное водоснабжение поселка Серебряный Бор. Были здесь у нас огромные большие проблемы и в зимний, и в летний период, в том числе с большим количеством потерь воды. Участок мы этот заменили, работы на завершающей стадии. Мы в графике. До 1 сентября теплоизоляционный слой трубопроводов будет восстановлен и запущен в работу. На участке проходит замена 444 метров ветхих сетей. Параллельно ведутся лакокрасочные работы по водоводу. Это не только придает конструкции аккуратный вид, но и служит дополнительной защитой металла от коррозии, продлевая срок службы труб. Работаем в штатном режиме согласно графика. То есть все у нас все предусмотрено, и техника,
и высококвалифицированные специалисты. То есть у нас всего участвовало в этой работе 4 специалиста ремонтной бригады, мастер и 3 единицы техники. В летний период на Нерюнгринском водозаборе все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Водоводы успешно запущены и функционируют в штатном режиме. На объекте канализационно-очистных сооружений специалисты провели очистку коллекторов для стоков, обеспечив их бесперебойную и эффективную работу. Реализация этих мероприятий – важный шаг к повышению надежности и устойчивости коммунальной инфраструктуры района. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Ежегодный фестиваль авторской песни «Берег дружбы» в этом году не состоится из-за отсутствия финансирования и требований безопасности. Организаторам не удалось сформировать бюджеты из традиционных источников, республиканских, районных и спонсорских средств. При этом, несмотря на 20-летнюю историю и широкую известность в России и за рубежом, в этом году было принято непростое решение об отмене традиционной встречи на берегу реки Алдан. По большому счету, это нехватка денег. Есть определенные моменты, связанные с техническим проведением этого мероприятия, но основное – это бюджетные ограничения, в которые мы вступили. У нас есть мероприятия, которые мы должны обязательно проводить под наших детей. Мы приняли решение, что нам лучше эти деньги, если они были, направить на отдых наших детей. Мы не отказываемся от «Берега дружбы». Он будет проводиться. Нужно искать или спонсоров, которые бы проводили этот «Берег дружбы», или же наши возможности в следующем году. Тем временем в местности Усть-Хатын прошел ежегодный фестиваль дальнобойщиков. В этом году мероприятие приурочили к юбилейной дате 10 лет с начала работы Ассоциации дальнобойщиков Республики. Подробнее о фестивале и его участников в следующем сюжете. Юбилейный фестиваль собрал десятки водителей большегрузных машин самых разных марок и моделей со всей республики. Для участников подготовили 2 ярких события. Так, впервые прошли соревнования для дальнобойщиков не старше 35 лет. Я буду участвовать в спортивном состязании, где будет метание колес, метание кувалды, пауэрлифтинг и бег на 200 метров. Я думаю, покажу хороший результат в беге, а также метании кувалды. По подготовке я себя оцениваю на 10 баллов, но не уверен, так как среди участников будет очень много конкурентоспособных ребят. Ярким событием фестиваля стал конкурс «Трак-тюнинг», в ходе которого оценивался вид грузовика. Все от фар и ночного света до колес, дисков и внутреннего обустройства салона. Среди прочего проверяли и техническое состояние транспорта, которое зависело как от частоты обслуживания, так и пробега, который разнился от водителя к водителю. Везде, в республику везде отъездил. А в России, да, почти везде, до Москвы, Дальний Восток. С Владивостока на Москву, с Москвы на Якутск, туда и обратно. Это 21 тысяч, да? Все в машине, да, в машине живешь, едешь, работаешь. Говоря о быте дальнобойщика, поездка из пункта А в пункт Б иногда занимает не один день и даже не неделю. Поэтому машина становится практически вторым домом для водителя. Бывает, зимники ездим, месяц дома не бываем, и приходится жить в машине. То есть машина это дом, это как квартира, но это кровать, это холодильник. Можно поесть, все, чайник, плитка, все с собой, зимой. Несмотря на тяжелую работу, которая идет в любую погоду и время суток, за каждым водителем стоит семья. Семья поддерживает, всегда поддерживает семья. То есть они знают, как их отец работает, ждем зимника. То есть, основная работа у нас идет зимой, Получается, после Нового года мы едем на зимник и там же работаем, месяцами дома не бываем. Семья привыкла, поддерживает. Юбилейный фестиваль дал возможность участникам не только посостязаться в разных специальных дисциплинах, но и обменяться опытом и просто пообщаться с коллегами по цеху. Тимур Калмогоров, Нургун Старостин, Якутск.
В Якутске детский и подростковый центр дарит детям яркое завершение лета. Строительный округ собирает соседей на праздник уже в 8-й раз. На этот раз площадкой стал двор дома номер 20 на Пионерской. Для жителей района подготовили насыщенную программу от спортивных веселых стартов и творческих выступлений до массовых флешмобов и конкурсов. А кульминацией события стала пенная вечеринка. До конца лета в округе планируется провести еще как минимум 4 подобных праздника. Подобные мероприятия – это обязательно прививаем культуру добрососедства. Мы привлекаем детей, что у нас в округах, в дворах всегда безопасно. Буквально на той неделе мы выезжаем в пригород Тулагина. И у нас ко дню российского флага у нас во многих округах параллельно будем мы выезжать и организовывать подобные праздники. И, конечно же, в этом году у нас очень большие планы охватить за последний месяц лета, охватить около 50 праздников в нашем городе. 30 августа в ЦСП «Триумф» пройдет международный турнир по профессиональному боксу «Вызов Севера», впервые организованный при поддержке Международной ассоциации бокса. Почетными гостями вечера станут президент ассоциации Умар Кремлев и певец Егор Крид. В программе 6 профессиональных поединков, в том числе бой якутянина Михаила Варламова с чемпионом Мексики Аароном Маркесом. Главным событием турнира же станет противостояние россиянина Александра Хохлова и Майкла Кинга из Конго. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.